Что делать с бродячими животными? Этот вопрос обсуждается повсеместно. Алданский район не исключение. В городах и поселках бездомных собак по-прежнему много. На гуманные методы борьбы денег хватает не всегда. Как с возникающими ситуациями справляются жители, расскажет Татьяна Вахнина. Проблема бродячих животных остро стоит не только в райцентре, но и в отдаленных уголках. Так, в поселке Большой Немныр с населением 120 человек собаки порой докучают жителям. Появление некоторых четвероногих немнырцы объяснить не могут редко. В основном к подобного рода проблемам приводит попустительство и безответственность нерадивых хозяев. Вот люди даже подходили, уже правила содержания животных они здесь поняли, да, потому что весь актив завтра на нерадивых владельцев животных подымется. Отловленные на улицах бродячие безнадзорные собаки помещаются в пункт передержки. Именно там хозяева нередко находят потерявшихся любимцев. В надежду также приходят те, кто хочет найти друга – комнатную собачку, сильного охотника или сурового охранника. Они возят их на участок, где-нибудь на базе ставят их охранять. То есть это отличные охранники, по сути. Конечно, в дом их не возьмешь, но если в частный дом, то, конечно, можно взять такую собаку. Между тем, сотрудники пункта передержки нередко сталкиваются с ситуациями, когда отданная новому хозяину собачка вновь оказывается на улице и попадает в приют. Правда, до того, как жучка или шарик будут отловлены, они успевают натворить бед. Случаи, чудом не закончившиеся трагедией, имели место в селе Первый Арачон, что находится в 20 километрах от Алдана. Сейчас вот пока нет. Но подождите, настанет лето, опять начнутся собаки. Вот там АБЗ, они постоянно берут собак, потом их отпускают, а они тут носятся и кидаются. Я поехала как-то в Алдан по осени, кинулась собака, мне порвала пальто. Что делать с бродячими животными? Этот вопрос обсуждается повсеместно. Поднимался он и на прошедшем отчете правительства республики, наряду с темами переселения из ветхого жилья, вывоза мусора и уборки снега. Конечно, правильный способ – это строительство питомников, даже не пунктов удержания, как раньше было, а строительство питомников. На сегодняшний момент упирается, конечно же, это вопросы бюджетирования, вопрос средств, конечно, это функция местной власти. В настоящее время власти города рассматривают вопрос преобразования пункта передержки в приют для животных. Проясняются также нюансы стерилизации и чипирования. Между тем, чтобы не включал комплекс методов, собака оказывается на улице только по вине человека. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район.